Огромное спасибо таджикам, которые возят это бесплатно людей при эвакуации. Большое им огромное спасибо. Вот. И Таджикистан очень красивая страна. Народ очень гостеприимный. Если вы не были в этой стране, советую хоть раз в жизни посетить ее и насладиться этой страной, этой культурой и этой красотой природы. И, конечно же, местными горами. Друзья, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Вот таможня. Блин, мы тут застряли. Мы думали, быстро пройдем. Ну, ни кафе, ни туалетов тут нету. Вот тут таджик по-человечески попросился в туалет. Говорит, вот покушать, туалет, говорит, сейчас найду. Дал тарелки, только надо отнести. Бесплатно, я ему деньги сувал. Люди тут просто золотые. Как вам, дети? Хорошо. Ну, вот видишь, не зря мы сюда съездили. Все-таки, блин, какие бы бедные люди не были, у всех есть душа, все по-человечески относятся друг к другу. Будьте людьми. История с задержанными таджиками. Давайте поразмышляем. Вот смотрите, 19-летний парень, да? Мухаммад Сабир Файзов, по-моему, так его зовут. Вот смотрите, веселый, жизнерадостный парень. Вот на нескольких фотографиях он в одной и той же футболке. Да, и на теракт пошел в этой же футболке, как ни странно. Чтобы его точно могли опознать. Смотрите, в руках этот парень держит какой? 14-й, 15-й Pro телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей. И этот парень, у которого в руках телефон за 100 тысяч, идет на массовое убийство. Вы хотите сказать, что вот этот жизнерадостный парень, который ножницами мог себе заработать на 15 или 14 iPhone Pro, пошел на массовое убийство за 100 тысяч рублей? Ему так надоело стричь людей? Или он взял телефон в кредит, не мог за него рассчитаться? Какая причина могла подвинуть человека пойти за 100 тысяч рублей на убийство, если он мог легко заработать руками эти 100 тысяч? И почему он единственный приехал на суд в инвалидной коляске и без сознания? Потому что, скорее всего, он единственный, кто говорил по-русски, который мог на суде сказать, что это не я. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот поэтому он был без сознания.